Ассаляму алейкум ва рахматулла. Сегодня очень малая часть башкир молится, но давайте перенесемся на 130 лет назад. В 1899 году русский медик и этнограф Дмитрий Никольский написал свой труд «Башкиры». Вот как он описывал религиозность нашего народа. Вторая заповедь – молитва обязательна для каждого мусульманина. Она должна производиться 5 раз в сутки. 1 – между рассветом и восходом солнца, 2 – в полдень, 3 – пополудни, незадолго до солнечного заката, 4 – вечером после заката солнца и 5 – поздно вечером. Наиболее же набожные из башкир молятся 2 раза поздно вечером. Молитвы совершаются главным образом в мечетях. Мечеть имеется почти в каждой башкирской деревушке. По правилам, она полагается при населении в 200 душ. Ставятся они всегда на площади и по возможности на возвышенном месте обносятся деревянным забором. Строятся из дерева, чаще соснового. Величина мечети и внутренняя ее отделка зависят от материальных условий населения. В общем, как снаружи, так и внутри мечети отличаются простотой, лишены всяких украшений. Во время моления в мечети царит полная тишина. Каждый молящийся тихо читает молитвы или слушает муллу, повторяя за ним слова. Каждый правоверный перед уходом в мечеть должен сделать омовение, надеть чистое платье и чалму, если таковая есть. Собираются в мечеть по зову муэдзина. Призыв на молитву называется азан, который с минарета громко призывает правоверных на молитву. По словам стариков-башкир, за последнее время на молитву стало ходить меньше народу. Такое нерадение к молитве наблюдается, впрочем, не повсюду. В более глухих местах башкиры строже и аккуратнее исполняют этот обряд и водят с собой или посылают молиться в мечеть даже детей 7-9 лет. Особенно усердно это делается в пятницу, которая для мусульман имеет то же значение, как у христиан воскресенье. По Корану, в этот день правоверные обязаны оставить все дела и идти в мечеть. Если же есть какие-нибудь экстренные дела или неоконченная работа, то исполнять их разрешается только после обеда.